Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет первую программу музыкально-просветительского абонемента «Великие симфонии». Дирижирует и рассказывает главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады приветствовать вас на ставшем уже ежегодном абонементе «Великие симфонии». Как известно, гениальную музыку композиторы писали и в жанре пьесы, может быть, совсем маленькой пьесы, гениальный инструментальный концерт, соната, квартет. Все зависит, безусловно, от качества, от уровня откровений самой музыки. Но, тем не менее, в 19-20 веке жанр симфонии стал магистральным. Густав Малер определил его так, что симфония должна быть как вселенная, она должна включать в себя все. И именно через симфонию, через этот жанр величайшие композиторы наиболее полноценно, полновесно, глубоко отражали свое мировоззрение и оставляли нам свои великие завещания. Вот сегодня прозвучит во втором отделении музыка одного из величайших творцов Дмитрия Шостаковича, а в первом отделении также музыка одного из величайших творцов Людвига ван Бетховена. Как известно, Бетховен жил с 1770 по 1827 годы, о его биографии много, наверное, можно не рассказывать, потому что более или менее, наверное, все в курсе о каких-то событиях его жизни. Вот эту симфонию номер 7, которая сейчас прозвучит, он написал примерно в возрасте 41-42 лет в 1812 году. Идея создания этой симфонии возникла у него, когда он находился на курорте Теплице в Чехии по настоянию своего врача. Как известно, с 26 лет Бетховен начал терять слух. Это было полной неизбежностью его глухота. Все врачи ему так говорили. Он действительно, его состояние все ухудшалось и ухудшалось. Как известно, он испытал огромное отчаяние, пытался закончить жизнь самоубийством. Вот в 1808 году пишет пятую симфонию, о которой писал: «Я возьму судьбу за глотку». Он пытается побеждать в таких обстоятельствах. А вот седьмая симфония — это настолько совершенное сочинение, что здесь уже даже никого побеждать не нужно, потому что, безусловно, создать музыку такого уровня мог только человек, подобный разве что самому Творцу. Вот в этом 1811 году на курорте в Теплице он знакомится с видными представителями интеллигенции. Это довольно позитивный период в его творчестве. И спустя несколько месяцев начинает реализовывать свой план. В течение 5 месяцев примерно он пишет эту симфонию. Естественно, он не только ей занят, он пишет также и другие сочинения. И вот к концу, получается, весны 1812 года завершает это произведение. Но очень интересные события происходят дальше. Он снова едет в этот же курорт, потому что ему там понравилось, большое вдохновение он там почерпнул. И в этот месяц летний, когда он там был в 1912 году, туда съездились виднейшие представители не только немецкой интеллигенции, но и на тайный конгресс правителей германских земель, чтобы объединить свои усилия в борьбе с Наполеоном. И в числе советников герцога Веймарского был также сам Гёте. И вот именно в этом году произошла встреча этих двух великих людей. Они в первый вечер, когда встретились, очень долго беседовали, несколько часов, в письмах потом об этом они писали. На следующий день была назначена встреча, и вот здесь произошел очень курьезный случай, его уместно, это анекдот фактически, но реальный, уместно рассказать в связи с этой искрящейся, в том числе и юмором, и радостью симфонии. Бетховен был известен своим неугомонным нравом, и существует свидетельство и даже картина, которая рисует Бетховена, Гёте и правитель. Значит, идет Гёте и Бетховен вместе, и вдали видятся вот эти герцоги идут. Бетховен говорит Гёте, что я не пойду, я не буду кланяться, с какой стати я и вы, мы настоящие творцы, мы должны там каким-то правителям еще кланяться. Гёте был с ним не согласен, в итоге они проходят, и вот есть картина, где Гёте снимает шляпу перед правителями Германии, а Бетховен гордо, руки за спиной, проходит, как бы не замечая их. И вот потом существуют письма, как они друг о друге высказывались. Значит, Бетховен сказал про Гёте: «Я надеялся встретить царя поэтов, но встретил поэта царей». Просто похоронил его. А вот что писал Гёте про Бетховена. «Этот Бетховен – малоприятная и совершенно необузданная личность.
Разумеется, человек он проницательный и умный, и трудно не согласиться с ним, когда он утверждает, что этот мир отвратителен. Однако, я вынужден заметить, что присутствие в этом отвратительном мире господина Бетховена вовсе не делает этот мир более привлекательным. Вот такое гениальное высказывание. Это, конечно, курьезный случай, просто говорящий о том, что эти люди, которые, можно сказать, разговаривали с Богом, Гёте вообще, если бы не доктринальные какие-то конфессиональные условности, он вообще мог к лику святых быть причислен, такой огромный с точки зрения духовный вклад он внес вообще в развитие всего человечества. Но тем не менее, они были тоже обычными людьми, и вот такой случай произошел. Премьера этой симфонии состоялась в 1813 году в Венском университете, причем это был концерт, сбор от которого шел для героев-инвалидов войны. Это была война с Наполеоном. И 7-я симфония была только всего лишь пьесой подготовительной к основному произведению, увертюре Бетховена «Битва при Виттории». Многие сегодня считают, что это сочинение недостойно великого Бетховена, потому что оно специально по заказу написано на публику, там не только симфонические, но и военные оркестры, огромное количество ударных инструментов, это такая шумная батальная картина. Но, тем не менее, симфония там прозвучала, и довольно благосклонно ее встретила публика, относительно благосклонно, никакой овации не было, но критики совершенно разнесли это произведение. Вот что, например, писал отец Клары Шуман Фридрих Вик, это знаменитый музыкант. Лишь пьяница мог написать такую музыку. Директор Пражской консерватории говорил, автор вполне созрел для сумасшедшего дома. Французский критик Кастельблас, музыкальное сумасбродство. Еще другой французский критик, порождение больного ума. И причем так происходило очень часто с величайшими сочинениями. Это всегда очень трудно оценить гениальность какого-либо новаторства. Конечно, существуют и положительные цитаты, которые потом уже возникли, но, безусловно, тут говорить нечего. Сегодня опровержение никакое здесь не требуется. Это музыка высшего уровня, совершенно божественного. Здесь соединяется, с одной стороны, героическая сторона, по мотивам, собственно, его 3-й, 5-й симфонии, а также сторона танцевальная, радостная, иногда называют ее жанровой сторона, которая была проявлена в 1-й, 2-й, 4-й и, конечно же, пасторальной симфонии, а также это 4-частная симфония с определенного рода гимном в конце, это некая ступень к финалу 9-й симфонии, где Бетховен как бы рождает эту идею всемирного братства в коде «Обнимитесь, миллионы». Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Людвиг ван Бетховен, симфония номер 7 в 4 частях. Для более полного погружения в музыку убедительная просьба не аплодировать между частями. Спасибо.
Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
Я забыл, в связи с чем я говорил о Гёте. У него есть знаменитая цитата, уже многие слышали, я про Малера говорю об этом. Он говорит, что настоящие художественные произведения являются одновременно и высочайшими произведениями самой природы, сотворенными по истинным и естественным природным законам. Все наносное здесь отпадает, здесь необходимость, здесь Бог. Это, безусловно, относится ко всей музыке Бетховена. И еще тот факт, что вот существует такое, скажем, негативное открытие, как расщепление атома, потому что атомная бомба, да, была изобретена, это злой гений, скажем так. Вот мне кажется, Бетховен тоже расщепляет атом, это открытие такого же уровня, просто с позитивной точки зрения. Эта музыка сметает все зло на своем пути. В мире существует несколько десятков таких непостижимых гениев, как Бетховен, в разной области, в области живописи, скажем, архитектуры, музыки. И процесс творчества у каждого из этих гениев происходил по-разному. То есть особенным образом с точки зрения способностей, скажем, обычно выделяют Баха и Моцарта, например. Почему? Потому что если Бетховен мог мучительно и долго искать правильную ноту для своего произведения, это действительно был мучительный процесс, то, скажем, Моцарт, он просто записывал свои произведения. Об этом свидетельствует отсутствие помарок в его партитурах. То есть он сразу писал свою музыку начисто, как будто имел перед собой оригинал, с которого просто списывал. И вот по таким совершенно непостижимым способностям, только тем, что действительно у людей был божественный дар, это можно объяснить, среди русских равно великих гениев, скажем, как Римский-Корсаков, Рахманинов, Чайковский, Мусорский, Прокофьев, Стравинский, Шостакович, вот по таким способностям абсолютно идентичного с Моцартом и Бахом уровня выделяется единственный человек, это Дмитрий Шостакович. Я очень много работал с выдающимся советским российским дирижером Геннадием Рождественским, который с Шостаковичем огромное количество времени провел. Ему еще 30 лет не было Рождественскому, когда он уже в Англии дирижировал симфонию Шостаковича в присутствии автора самого. И вот он рассказывал мне, что видел этот процесс, когда был у Шостаковича, что Шостакович писал свои партитуры нелинейно, вот один голос, второй голос, мелодия, аккомпанемент, а сверху вниз, вот так вот, нота за нотой, чтобы не музыканту понять невозможность этого, можно представить себе, скажем, Микеланджело, который расписывает Сикстинскую капеллу, как он будет делать. Он сначала сделает какой-то контур, вот здесь будет такая фигура, набросок, здесь другая, здесь третья, здесь четвертая, один слой краски, второй, третий. Вот так происходит процесс. Представьте, что Микеланджело бы брал и с уголка сверху сразу начисто писал картину свою. То есть это абсолютно невозможно представить. Нужны наброски, нужны контуры. И вот Шостакович, как и Моцарт, огромную часть своих произведений, не 100%, но, скажем, 95%, писал именно таким образом, будто имея перед собой оригинал. А, к слову сказать, его партитуры во много раз сложнее моцартовских по всем параметрам, по количеству голосов, полифонии, просто комплексности и сложности самой музыки. Существует очень много историй, я все не буду перечислять, но одна из них, например, когда Камерный музыкальный театр имени Покровского с Рождественским записывал оперу «Нос» Шостаковича. Это очень сложное сочинение. И потом проходило прослушивание этой записи, пришел Шостакович, и Рождественский ему протягивает партитуру, потому что зачем композитор приходит? Чтобы послушать, что так, что не так, сделать какие-то пометки, что надо исправить, что получилось, что не получилось. Вот он ему протягивает партитуру, Шостакович сказал: спасибо, я пока, слава Богу, все помню. Он прослушал от начала до конца эту оперу и несколько десятков помарок обозначил, просто наизусть называя такт, цифру, точно ноту, где что не так, где какая нота была исправлена. То есть это совершенно запредельного уровня феноменальные способности. Я часто слышу, ну сейчас реже, конечно, все-таки мы такую просветительскую деятельность ведем, но все-таки такие слова от людей. Как же можно сравнивать великих Баха, Моцарта и Шостаковича? Ведь музыка Моцарта такая божественная, у Шостаковича такая жесткая. Вот здесь два фундаментальных заблуждения в таком подходе присутствует. Первое из них заключается в том, что, ну, во-первых, музыка Баха и Моцарта — это тоже нечто гораздо большее, чем просто приятное времяпрепровождение. В ней тоже огромное количество глубины, которую нужно годами постигать. Она просто внешне миловидна. А второй момент заключается в том, что
касательно жесткости и негативности, как некоторые говорят. Вот представьте, что вы читаете исторические очерки о войне, о революции, о жертвах каких-то, допустим, террора или еще чего-то. Как можно обозначить такую информацию? Конечно, она абсолютно негативная, она на любое сознание действует негативно. Однако никто не будет отрицать, что знание событий, скажем, Великой Отечественной, Второй мировой войны, революций формирует подлинную нравственность в нас, такой общечеловеческий патриотизм, то есть формирует гармоничную личность. И получается, что эта информация действительно важна. Так вот, прослушивание музыки Шостаковича — это даже нечто гораздо большее, чем просто прочтение информации. Вот сегодня мы будем слушать его, исполнять, и вы будете слушать 10-ю симфонию. Это 3-я часть трилогии симфонической, посвященной Великой Отечественной Второй мировой войне. Ведь в истории очень трудно докопаться до абсолютной истины. Существует масса разных взглядов на одни и те же события, и практически невозможно прийти к 100% варианту трактовки. И вот музыка Шостаковича — это то, что не просто говорит нам о событиях, а дает нам прожить это изнутри. То есть каждый может прочувствовать, что чувствовал народ в это время, что чувствовали люди. И в этом, конечно, огромная уникальность Шостаковича. Его называли, как известно, летописцем своей эпохи, совестью советской музыки, называл его Хачатурян. Действительно, ни один музыкант не отразил так глубоко кричащие противоречия своей эпохи и не оценил эту страшную эпоху суровым нравственным судом, как это сделал Дмитрий Шостакович. Вот сегодня прозвучит 10-я симфония. Ее он писал, в отличие от всех других сочинений, довольно долго. Он написал 7-ю, 8-ю напрямую военные симфонии, созданные в военное время, и задумывал 3-ю часть трилогии, сам об этом говорил, 9-ю симфонию. Он начинал несколько раз ее писать и прекращал по разным причинам. Во-первых, он говорил, что если бы нашел подходящий текст, то мог бы написать это сочинение с хором, хоровой финал, но он боялся нескромных аналогий, как сам говорил, конечно, аналогий с Бетховеном. Хотя этот человек, безусловно, параллель с Бетховеном и Моцартом здесь прямая. Потом также существуют суеверные такие моменты, что проклятие 9-й симфонии, кто не знает, такое понятие существует. Многие великие композиторы, написав 9-ю симфонию, умирали. Это, например, Бетховен, Брукнер, Малер, величайшие композиторы, Дворжак. Брукнер не дописал 9-ю. Малер написал 8-ю, боялся писать 9-ю симфонию, написал «Песнь о земле». Как бы симфония, но с солистами вместе, и вроде бы не симфония. Потом написал 9-ю, первую часть 10-й и умер. Вот Шостакович тоже, конечно, этот момент присутствовал. Это звучит смешно, но это вот такие факты. У Война Уильямса 9 симфоний. То есть вот самые великие композиторы, симфонисты действительно написали только 9 симфоний. Вот. И в итоге он несколько раз начинал эту симфонию, не написал. 9-я оказалась самым коротким из его симфонических произведений, из его симфоний. Это такая очень гротескная, ироничная музыка, яркая, с большим количеством юмора, такого очень острого. То есть это не какое-то монументальное полотно. Вот. А 10-я симфония, это действительно, он сам говорил, что 9-я симфония не является 3-й частью трилогии, надеюсь, таковой будет 10-я. Это сочинение уникальное, оно 4-частное, очень классическое, эпицентром событий является здесь 1-я часть. Она вообще могла быть бы индивидуальной симфонической поэмой в какой-то степени. В ней заключены вот напрямую военные события. Тут не нужно обладать никаким чутьем, чтобы мгновенно услышать в музыке весь этот трагизм, глубокие размышления. Вообще Шостакович — это тот человек, который глубже всего отразил, ну вот по моему субъективному мнению, не только моему, конечно, многих музыкантов, такое, как мне кажется, несколько вне национальное понятие широкое, как русская душа. В его музыке вот этот народный мелос больше, чем у любого другого композитора присутствует, трагичнее всего. Это 1-я часть, эпическая, самая длинная. 2-я часть — это очень знаменитая музыка, даже если кто-то не знает, что это 10-я симфония, по телевизору так или иначе вы ее слышали, в новостях, еще где-то. Она часто отражает трагические события, а восходит эта музыка уникальным образом к фрагменту из оперы Мусорского «Борис Годунов», особенно в 1-й авторской редакции. Там есть такой бунтарский хор: «Расходилась, разгулялась удаль молодецкая, пышет полымем кровь казацкая, рыщут, бродят слуги Бориса, пытают люд неповинный, ой ты сила, силушка, ой ты сила бедовая, ты не дай нам понатешиться» и так далее. Такая картина народного восстания. Вот абсолютно напоминает эта 2-я часть, вот этот хор из Бориса Годунова по духу, по всему совершенно, по способу воплощения. 3-я часть этого произведения
многие считают, сходятся во мнении, что она описывает точнее всего из того, что создал Шостакович, самого композитора. В ней он использует как главную тему собственную монограмму Д. Дмитрий, СЦХ по-немецки, С. Шостакович. Как это выражается? 4 ноты ре, ми бемоль, до, си. Если их произнести на латинице, это будет Д, ре, ми бемоль это С, Д, С, ЦХ, то есть Д Дмитрий, СЦХ по-немецки, Шостакович. Так делал Бах, у него есть фуги на Бах, Б, А, ЦХ, то есть си бемоль, ля, до, си бикар. Вот здесь он рисует самого себя. Конечно, Шостакович жил в советскую эпоху, очень сильно, как вы знаете, пропагандировался атеизм, но духовность Шостаковича абсолютно. Вот знаменитый композитор, пианист, педагог, профессор Иван Соколов говорит, что вся музыка Шостаковича проникнута уникальным качеством, огромной религиозной страстностью, разве что с Брукнером сравнимой. Все это здесь можно почувствовать. И самая противоречивая часть, 4-я, это финал. Ее действительно трудно постигнуть. Внешне, казалось бы, это такое наигранное счастье такое в какой-то степени. То есть ирония абсолютная. Вот мне партия сказала радоваться, я радуюсь. Вот такое состояние. Там где-то и настоящая радость присутствует. Но тем не менее, действительно, это очень противоречивая, многослойная такая часть. Формально она завершает бравурно очень произведение. И это виртуозная пьеса, ее очень трудно играть, сразу хочется зааплодировать, и это, в общем-то, правильно, музыкантов как бы поблагодарить, но когда приходишь домой после этой части, конечно, хочется в тишине посидеть, потому что нечто очень серьезное и глубокое в ней сокрыто, ну а ответы на вопрос о том, что, уже в более поздних симфониях приходят. Вот что пишет один музыкальный критик, 2 небольших цитаты после репетиции и после концерта 10-й симфонии. Вот уже кончается 53-й год. Кстати, в декабре будет ровно 70 лет с момента премьеры этой симфонии. Вот уже кончается 53-й год, вот и порог старости Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. При всей своей мальчишеской моложавости он тоже стареет. Только его чудесное искусство, его необыкновенный талант по-прежнему полны неисчерпаемых сил, свежести и отваги. Личная его робость, застенчивость, мнительность исчезают и стаивают, когда он принимается писать музыку. Когда его призывают к священной жертве Аполлон, он совершенно преображается, он становится бесстрашным и смелым. Я снова это почувствовал, послушав только что на репетиции 10-ю симфонию. Сама жизнь в ее бесконечном многообразии отразилась в этой симфонии. Жизнь с ее трагизмом, загадочностью, поэзией, мимолетными радостями, жестокостью и мужеством. И после премьеры, он пишет, Гликман: «Вчера с колоссальным успехом прошла 10-я симфония. В зале филармонии стояла какая-то священная тишина. Люди с затаенным дыханием слушали музыку, и потом разразилась овация. После концерта был маленький банкет. Хачатурян произнес прочувствованную речь о новаторстве Шостаковича и его могучем воздействии на сотни тысяч слушателей. Сегодня в консерватории только и делают, что говорят о симфонии, возбуждение умов громадное». Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Дмитрий Шостакович, симфония номер 10 в 4 частях. Просьба не аплодировать между частями произведения. Большое спасибо.
Дорогие друзья, мы всех благодарим, кто был сегодня с нами, и приглашаем вас на открытие нашего следующего абонемента 4 октября. У нас 3 прекрасных солиста приедут из Москвы. Анна Кошкина, Анна Комарова и Леонид Железный. Лауреаты международных конкурсов будут играть концерт Сен-Санса, виолончельный, Фюрстенау, концерт для флейты, и цыганку Равеля Леонид Железный играет. И самое главное, во 2-м отделении будет исполнена 2-я симфония, это мировая премьера выдающегося башкирского композитора, члена Союза композиторов Валерия Скобелкина. Это огромное событие. Вот я вам про Бетховена рассказывал, как воспринимали. Поэтому осторожней с восприятием современной музыки. Это большой очень период времени должен пройти, чтобы ее понять. Я всем рекомендую прийти, потому что это важнейшее событие в истории региона. Такие громкие премьеры. В истории остается только искусство спустя столетия и ничего больше. Большое спасибо и до новых встреч!